Добрый вечер. А теперь о главном. Сегодня в прениях на процессе по коррупции при модернизации Бишкекской ТЭЦ выступил бывший генеральный директор компании электрические станции Салайдин Авазов, который сообщил, что в августе 2012 года кыргызская сторона разрабатывала концептуальный проект модернизации совместно с РАО ЕС из России, а в декабре 2012 подписали протокол намерений с китайской компанией СМЕК. По словам Авазова, варианты с международными финансовыми институтами не подходили, потому что все они требовали повышения тарифов на электроэнергию. Поэтому оставалось надеяться только либо на Россию, либо на Китай. Если бы Авазов был настоящим энергетиком, он должен был бы понимать, что тарифы действительно надо поднимать, потому что без этого энергетическую отрасль страны поднять уже трудно. И российская компания «Росгидро» начала строительство 4 станций Верхненарынского каскада при той же власти и при том же Авазове в 2013 году. А этот проект как раз предусматривал повышение тарифов. Что-то не было слышно, чтобы Авазов против этого протестовал. В дальнейшем договор был денонсирован 20 января 2016 года самым волюнтаристским образом, и Авазов против этого тоже тогда не выступал. Авазов также сообщил сегодня в прениях, что делегация китайской компании TBEA пришла в их компанию 30 января 2013 года и предложила реализацию проекта модернизации ТЭЦ. Это уже после того, как с компанией СМЕК еще месяц назад уже был подписан протокол намерений. Авазов объясняет, TBEA как раз закончила реализацию проекта ЛЭП Даткакимин по линии ШОС на деньги китайского Эксимбанка. Авазов не говорит, но известно, что СМЕК специализировалась как раз на строительстве энергостанций. Она строила и теплостанции, поэтому была предпочтительна для модернизации Бишкекской ТЭЦ. А TBEA специализировалась на прокладке линий электропередач. Также энергетик Авазов должен бы знать, что ни один крупный энергетический проект не должен был начинаться без технико-экономического обоснования. Тео болгон печати менен Хубейский энергетический институт исследованиядан. ТЭО было с печатью, готовил Кувейтский институт исследования. Все есть в ТЭО. Все работы, которые должны были быть выполнены, объемы показаны. Были указаны общие цены, в том числе и 386 миллионов долларов были указаны. Это ТЭО было составлено для получения инвестиций от Эксимбанка. ТЭО было составлено согласно условиям и требованиям Эксимбанка. Эксимбанктын условиясына талабына жооп бере турган ТЭО түзүлгөн. Это Авазов говорил еще до ареста. Он оправдывается, что ТЭО якобы было, но это была только бумага, чтобы показать банку. Однако важнее другое. Кредит выделялся китайским Эксимбанком, но ни $1 из этих 386 миллионов на территорию Кыргызстана не попал. В кыргызских банках не появлялся. И Министерство финансов тоже этих денег не видело. Это, наверное, кроме коррупции, еще и покушение на суверенитет. Тогдашние власти, которые судили, например, депутата Алмамбета Шахмаматова за то, что компания его супруги 8 лет назад продала автомобиль в счетной палате по цене на $4000 дороже, чем должна была, заключили соглашение на 386 миллионов долларов, которые были выделены китайским банкам китайской компании. Но выплачивать кредит, проценты с которого составят еще около 100 миллионов, придется нам, налогоплательщикам. Авазов не экономист и не политик, но он, будучи гендиректором крупной компании, а потом и мэром города с населением более 100 тысяч человек, должен был бы в этом разбираться и задать вопросы тогдашним начальникам, которые заставляли его делать подобные вещи и подписывать такие бумаги. Беда Кыргызстана как раз в том, что такие большие и малые начальники делают и даже с удовольствием то, что им говорят сверху. А потом в суде они играют роли безвинных овечек, которые никому ничего плохого не сделали, каждый день, каждый час, каждую минуту действовали строго согласно законам, а тут вдруг появились какие-то изверги и судят их за праведные дела. Никто из подсудимых так и не кается, не признает вину, а главное, не чувствует за собой ничего плохого. А некоторые издания разносят все, что они говорят, в свое оправдание. Это была программа о главном. Ее вел я, Нарын Айып. Всего вам хорошего и до свидания.